Ребята, здравствуйте! Суммативное оценивание за раздел «День Победы». Никто не забыт, ничто не забыто. Прослушайте текст. Казахи. Один фриц мне сказал, против нас были страшные солдаты. Их не мог остановить никакой огонь. Они бежали прямо на нас. Потом мне сказали, что это казахи. Я не знал прежде, что существует такой народ. Фрицы многого не знали. Им говорили, что Россия – большая страна, но им не говорили, что в этой большой стране живут большие люди. Казах Ирисов повел бойцов. Они блокировали 4 вражеских дзота. Ирисов, раненый, вынес с поля боя сраженного пули командира. «Иди в санчасть», сказали Ирисову. Он ответил: «Нет, иду воевать». Когда Ошим Каскабаев уезжал на фронт, его провожал весь кишлак. Отец Ошима, бородатый казах, говорил: «Помни, Ошим, какая у нас земля, добрая земля, всего много, пшеница, хлопок, арбузы. Это, Ошим, твоя земля, смотри, не отдай ее немцу». Ошим стал пулеметчиком. Был трудный день, немцы пошли в контратаку. Мин больше нет. Ошим крикнул: «Бей немца!» и побежал навстречу врагам с винтовкой в руке. За ним ринулись товарищи. Штуком пырнул Ошим немецкого офицера. 4 раза в тот день ходил Ошим в рукопашную. Он переколол много немцев. Ошима ранило. Товарищи говорили: «Каскабаев, надо идти в госпиталь». Ошим отвечал: «Не надо в госпиталь, надо бить немца». И он остался в строю. Так воюют джигиты. И задание выполним. Выпишите ключевые слова, словосочетания не менее 5 слов. Казах, бойцы, раненый, земля, немцы воюют. Соотнесите героев рассказа с их действиями. Герои рассказа. Ирисов повел бойцов в атаку. Ирисов вынес раненого командира. Каскабаев побежал навстречу врагу. Каскабаев остался в строю. Каскабаев убил много немцев. Определите основную мысль текста. Здесь героизм, ответ в героизм и бесстрашие народа. 4. Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком, говорил Гёте. На основе данной цитаты приведите аргументы, выскажите собственное мнение о подвиге советского народа в годы войны. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года с вероломного нападения Германии, в которой пришли к власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером на западные границы Союза Советских Социалистических Республик. Эта война была самой жестокой. Это была война самой жестокой и кровопролитной человеческой истории, и она сразу приняла для советских людей всенародный характер, поскольку поражение в ней привело бы к потере всех надежд на достойную жизнь и счастливое будущее. На территории Казахстана не происходило боевых действий, но казахстанцы активно участвовали и в войне, и в обеспечении советской армии всем необходимым для разгрома врага. Героизм, самоотверженность, мужество воинов из Казахстана во всех сражениях Великой Отечественной войны отмечают в своих воспоминаниях многие выдающиеся советские полководцы: Жуков, Конев, Рокоссовский и другие. На фронтах Великой Отечественной войны находилось около
330 тысяч женщин, среди которых были и наши землячки. Многие из них были награждены боевыми наградами, а снайпер Алия Молдоголова и пулеметчица Маншук Маметова стали героями Советского Союза. Празднуя 9 мая, День Победы, мы благодарим героическое поколение ветеранов войны за победу, стойкость и мужество, за сохранение мира для будущих поколений, за независимость Родины. До свидания, ребята. Удачи вам!